2 дня и вечность. После того, как чеченцы, после преодоления всех чинимых преград, все-таки попали в Кремль на прием к первому заместителю председателя Совета министров СССР Анастасу Микояну, Магомед Шатаев, который был в составе делегации, решил поехать домой. Но на календаре еще 1956 год, над указом о восстановлении ЧССР только начали работать, а значит, любая поездка, кроме как к местам ссылки, была противозаконной. Магомед Шатаевич тогда же, на этой встрече, попросил Микояна дать ему документ, разрешающий побывать на родине. Такой мандат, позволяющий поехать домой, в свое родное село, ему выписали. И не только ему, но и племяннику Рамзану. Был сентябрь, и если в среднерусской полосе леса и поля были окрашены больше в желто-красные тона, то на юге еще преобладала яркая зелень с легкими мазками осенних красок. Узнаваемые пейзажи сменяли друг друга, как в калейдоскопе. Что такое 13 лет? Для кого-то короткий миг в историческом плане, а для людей, которых лишили родины, целая вечность. Вроде бы ничего не изменилось за эти годы, и все-таки присутствие на этой земле чужих людей, не хозяев, ощущалось постоянно. Но остановиться, оглянуться не было времени. Мандат, подписанный Микояном, разрешал присутствовать на родине всего 2 дня. Взяли такси на Грозненском вокзале. В Курчелой. Знаешь такое село? Как не знать, знаю. Водитель с интересом посмотрел на необычных в этом городе пассажиров. Высокого, худощавого мужчину с седыми чапаевскими усами в папахе и молчаливого парнишку. А куда в Курчелое? На кладбище сначала, а там посмотрим, ответил мужчина. Кладбище за селением за эти годы заросло травой. Да и кому было ухаживать за этими могилами? Магомед Шатаевич долго сидел у могилы отца, шепча молитву. Потом поднялся и, как бы прощаясь, сказал: «Ну ничего, скоро мы все вернемся». Попросил водителя проехать по улице, на которой был родительский дом и из которого его семью увезли в ссылку. Остановились. Не выходя из машины, посмотрел, как во дворе хозяйничает какая-то женщина. Мальчишка сбивает палкой яблоки. По разговору было понятно, что в доме живут дагестанцы. В Грозном решили переночевать в гостинице «Кавказ» и на следующее утро через Москву вернуться во Фрунзе. «Гостиница, что на Августовской?» — спросил водитель. «Да, на улице Августовских событий», — уточнил Магомед Шатаевич. И уже для племянника Рамзана сказал: названа в честь 100-дневных боев с белогвардейцами за город Грозный. Вот такие причуды судьбы. Красный партизан воевал с бичераховцами, восстанавливал народное хозяйство республики. Долгое время руководил трестом «Водоканал». А в 1937 году практически весь руководящий состав республики был арестован по совершенно идиотскому обвинению. Назвав всех чохом, буржуазными националистами, группе врагов народа инкриминировали то, что они хотели прорыть туннель из Чечни в Турцию для дальнейшего воссоединения с этой страной. Абсурдность этого обвинения была настолько очевидна, что буржуазных националистов освободили из-под стражи через 2 года. Но через 6 лет клеймо «Враги народа» было поставлено на всех чеченцев и ингушей. Все 13 лет ссылки провели в селе Ворошиловское Фрунзенского района Киргизии. Их семья одной из первых вернулась в Курчелой. Долгое время работал председателем райисполкома. В 1965 году утром собирался на похороны друга. Но так и не вышел со своего двора. Ему было 69 лет, когда остановилось его сердце.